Кадірлі қонақлар, кадірлі коллегалар, Бекзур Ахмед, вақыт тауып келгеніңіз үшін. Уважаемые коллеги, здесь уже было сказано и с Ильдус Хазиевичем, и Радиком, что подача истории вот в таком формате, она имеет свои особенности, и она больше привлекает внимание. Хотя у нас семитомник, да, вот сейчас мы пишем историю Казанского ханства, профессиональные, фундаментальные труды, да, и вот мы и сами понимаем, что этими трудами, конечно, до каждого не дойдем, и каждый не поймет. А хотелось бы, чтобы история все-таки была более популярной, популяризировалась, особенно через личности. На таких личностей наша история, конечно же, богата. И вот у нас есть желание и проект, и мы несколько раз встречались с писателями Республики Татарстан. И есть итог. Вот сегодня Радик Ильич сказал о великолепном портрете, нарисованном также Ильдус Хазиевичем, «Сейф Сараи». И у нас уже есть первый том книги, посвященной Сейф Сараи, «Сад Сейф Сараи», написанные прекрасной писательницы казанской Ольги Ивановой. И как раз на обложке портрет с разрешения Ильдуса Хазиевича, как раз портрет Сейф Сараи. И с Ильдусом Хазиевичем у нас уже давно сложился такой тандем. Он, хотя и говорит о том, что вот он консультировался, но он сам хорошо копается в истории и сам понимает, и он понимает как, не как историк, а как вот человек, который хочет раскрыть именно как человека, не только как там политического деятеля, да. И вот он видит, и он уже практически готовыми эскизами говорит, вот я так вижу. И он очень это профессионально видит. Его выставка, посвященная 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии, которую, надеюсь, вы видели, да, великолепные там портреты. И вот у нас с Ильдус Хазиевичем давно уже мечта нарисовать всех ханов Золотой Орды, татарских ханств. Конечно, это большой труд, и это не одного дня. Хотя вот Сейф Сарай, Жучи, да, Улу Мухаммед, вот сейчас есть интерес к Едыгею. И мы очень рады, что такой очень интересный и профессиональный художник, как Ильдус Хазиевич, так активно, живо интересуется. Понятно, что это же и время, и не быстро делается, и финансы, но Ильдус Хазиевич вот, не смотрит на эти вопросы. Я надеюсь, у него появятся спонсоры, которые поддержат эти начинания. А это очень важно. И, конечно, вот в Институте истории делается многое для популяризации. Это и лекции, и популярные статьи, и видеоролики. Но вот этот жанр, он тоже очень важен, потому что, ну, вы сами знаете, сколько живописных по живописи музеев. Люди увлекаются, собирают. Это свой мир отдельный, да, и, конечно же, там тоже должен быть представлены и вот такие исторические личности. Ну и, конечно же, хотелось бы такие великие татарские личности Средневековья, потому что это тоже великая история, важная история, важный этап, очень интересные личности. Поэтому я надеюсь, что и в этом жанре мы, Алла Берса, еще будем и дальше двигаться. Надеемся, еще будут портреты и других ханов, и других деятелей. Вот Сейф Сараи, ну, Ильдус Хазиевич тоже в курсе. Вот мы когда подарили оригинал, мы подарили Камышлы Самарской области, да, как раз, ну, по одной из версий Сейф Сарай из Камышла. Вот наши Искандер Авилар там были, да, как они были в восторге. Они говорят, ой, мы думали, какой-то там дедушку подарить, ну, некрасивый какой-то. А тут, ну, Сейф Сараи, мы, говорит, влюбились, там вот как раз самарцы говорят. То есть, ну, оценки, ну, такие. И действительно, я считаю, что портрет Сейф Сараи удался. И, конечно же, Улу Мухаммед Ильдус Хазиевич, когда прислал первые эскизы, это уже было видно, что да, и этот проект получится, естественно. Что касается Улу Мухаммеда, то вторая часть нашего круглого стола, она как раз мы там соберемся с авторами тома по Казанскому ханству.
Мы уже несколько раз и объявляли, и сейчас идет активная работа по написанию истории Казанского ханства. Практически, я считаю, что сумели привлечь всех, кто занимается Казанским ханством. Практически всех, по всей стране. И надеемся, что в итоге нам это удастся. Хотя это очень кропотливая, большая и трудоемкая работа. И вот сегодня мы как раз с авторами только, конечно же, соберемся и обсудим некоторые проблемные узловые моменты, в том числе и период образования, и период Улуг Мухаммада. По Улуг Мухаммаду нельзя сказать, что у нас информации мало, она достаточно. Но и вот сейчас последние наши публикации, это перевод Утямиша Хаджи и Абдуль-Гафара Карими Умдатуль Ахбар, где дается такая цельная история Улуг Мухаммада именно с позиции, с татарской позиции, тюрко-татарской позиции. Цельная история Улуг Мухаммада и его семьи. И есть определенные дискуссии, первый ли был основатель Казани, Улуг Мухаммад или его сын и так далее. Да? Но вот как раз татарская версия, она и отличается тем, что она практически называет именно первым Улуг Мухаммада. Вот в дальнейшем, вот сейчас нами готовятся предания, которые стали основой для Дастана Идыгей. Они оказались достаточно обширными, только то, что в архиве около 30 версий, добавляя крымских татар, добруджинских, и вот зафиксированных, к сожалению, некоторые недоступных, мы можем говорить только о 40 версиях Дастана Идыгей или тех преданий, которые стали основой вот этого Дастана. И как раз там основной сюжет – это битва Идыгея с Кадыр-Берди, где Идыгей получил ранение, умирает, и Кадыр-Берди. И после этого встает вопрос, кого поднимать ханом. И вот в это время как раз армия, которая разгромила Идыгея, уничтожила, и вот она сразу поднимает ханом Улуг Мухаммада. То есть Улуг Мухаммад находился в этой армии, был среди гвардейцев Кадыр-Берди. И то есть вот эти предания, вот эта личность, он непосредственно связан с Волгоуральским регионом, с татарами, с нашей историей. На самом деле достаточно глубокие связи. И мы видим, что то есть Улуг Мухаммад один из основных персонажей средневековой и татарского фольклора, и татарской истории. И вот если мы посмотрим данные Утямиша Хаджи, как раз вот эта история написана шейбанидами, которые шли в Среднюю Азию, выбили тимуридов и захотели создать цельную историю проджушистскую, историю Золотой Орды. Это как раз середина 16 века, в 1551 году была написана. И как раз вся информация была собрана в Нижнем Поволжье. И вот среди, вот описываются ханы, да, и Улуг Мухаммаду выделен отдельный раздел «Цельная история Улуг Мухаммада». То есть Утямишу Хаджи было важно показать именно последнего хана Золотой Орды, основателя Казанского ханства, его историю, полностью дает его историю. И это, конечно же, говорит о том, что насколько был Улуг Мухаммад авторитетным. Да, времена были непростые, и вызовы у него были непростые, но и он сам был непростой. Он действовал на огромной территории, пришел к власти в очень трудное время, когда и смог объединить на короткое время. И в дальнейшем, когда появляются у него серьезные вызовы, это и Саид Ахмед, и Кучу Мухаммед, он действует очень активно, и ему удается сохранить вот свою часть политики, своих сторонников и основать отдельное уже государство, достаточно активное, одним из наследников Золотой Орды. И Казань в дальнейшем среди 5 тахтели, как раз и Казань, благодаря Улуг Мухаммаду, становится одним из тахтелей. Поэтому эту личность, конечно же, нам еще предстоит раскрывать. И поэтому мы надеемся, что вот и популяризация со стороны и писателей, и художников, то, что мы уже начали, она поможет раскрыть эту личность с разных сторон. Не только мы же историки зависим от источников, и вот шаг вправо, шаг влево мы не допускаем. Только источник сколько помогает нам анализировать, столько и анализируем. Но ведь они были людьми.
с теми же хиссиятами, да, то есть у них эмоции такие же, это люди. И их нужно раскрывать вот такой. В истории есть такое направление, психологическое раскрытие, да. И вот если творческие люди, писатели, художники, они как видят, будут также раскрывать, но при этом стараясь опираться на исторические данные, то, что и сделал Ильдус Казиевич, это будет намного ценнее и правильнее. И я надеюсь, что в дальнейшем еще мы с Ильдус Казиевичем Алаберса сможем порадовать нашу общественность, наших коллег еще новыми проектами. И желаю удачи нашему мероприятию. У нас в дальнейшем несколько небольших сообщений, докладов, а потом у нас будет кофе-брейк, и вот журналистов Ильзира Хановна хочу успокоить, мы закончим, дальше интервью все будут, а потом уже мы с авторами тома отдельно посидим, обговорим. Спасибо за внимание.